Этот яркий знак при въезде в город Емва трудно не заметить. Здесь название города и герб Книжпогосского района, на котором изображены византийская монета и княжеская шапка. Но какое отношение княжеские атрибуты имеют к республике и Книжпогосскому району? Вот уж действительно коми инкогнито. Чтобы ответить на этот вопрос, мы приехали в город Емва, райцентр Книжпогосского района. Емва – небольшой город с населением чуть более 12 тысяч. Стоит на берегу реки Вымь. Сейчас я нахожусь в Книжпогосте, хотя в то же время я нахожусь в Емве. Как такое возможно? Дело в том, что железнодорожная станция, которая располагается в городе Емва, называется Книжпогост. Поэтому и возникает постоянная путаница между Книжпогостом и Емвой. До 1985 года город Емва был поселком и назывался Железнодорожный, а еще до этого носил красивое название Книжпогост. Впрочем, многие город до сих пор называют так. Книжпогост знаком не понаслышке и всем мужчинам из республики, проходившим воинскую службу. Ведь именно в Емве находится призывной пункт комиссариата республики, а с ЖД станции Книжпогост призывники отправляются на срочную службу в воинские части страны. В бытовом разговоре никто не говорит, поехал в Емву. Все говорят, Книжпогост, был в Книжпогосте, поехал в Книжпогост, откуда из Книжпогоста. Емва это очень только официально как-то звучит, но вот в официальных документах. Оксана Киселева – руководитель местного краеведческого музея. В сам музей мы зайдем позже, а пока познакомимся с городом. Емва – один из самых молодых городов республики. Городской статус он получил всего лишь в 1985 году. Мой был однокурсник, мы в школе вместе учились, на истфаке вместе учились, Станислав Бусыгин. Он занимался астрологией. Он как бы говорит, давайте составим карту натальную, то есть на день рождения не человека, гороскоп, а на день рождения города, 2 августа 1985 года. И когда он гороскоп составил, расчеты произвел, наложил в свои методики карту города, что вот наш, где памятник военный, там раньше стоял клуб. И вся жизнь культурная тяготела вот к этому месту. Он говорит, действительно, оно так и будет. Вот у нас пытались сделать вот площадь с медведями, как ее называют, площадь Синякова. Там тоже часть праздников проходит. Но те старожилы, которые, они вот все равно сюда тяготеют, на эту площадь, где вот Ленин стоит и туда дальше. То есть центр города астрологически это там. И то есть мы тоже попадаем, музей тоже попадает. И здесь вот все движение идет постоянно, энергетически это сильное место. История Емвы, как и большинства городов республики, неразрывно связана с историей ГУЛАГа. В конце 30-х годов 20 века здесь возник лагпункт Ухпичлага. Заключенные прорубали леса, делали просеку для строительства дороги протяженностью 330 километров, которая соединила Усть-Сысольск и Ухту. Первое время заключенные жили на берегу реки Кылтовка, в хлевах для коров. Со временем появились бараки, возникли лагпункты. Один из них на месте нынешней Емвы. Со временем здесь построили школу, лагпункт перерос в поселок. Затем лагпункты перешли под управление Усть-Вымлага, еще позже Севжелдорлага. Заключенные занимались лесозаготовками, шпалопилением для строительства железной дороги. В 1942 году здесь открыли лесокомбинат. Продукцию отправляли для нужд страны и фронта. И сейчас о гулаговских временах напоминают несколько зданий. От этого наследия деревянного Книжпогоста уцелело несколько жилых домов по улице Дзержинского. Они именно были элитными в то время, они сейчас сохранились. Экскурсионный маршрут наш проходит с показом этих домов. У нас, к сожалению, вот есть еще сталинский стиль, который немножко современные архитекторы, так сказать, испортили. Вот здание детской школы искусств, это был сталинский стиль именно здания райкома. Оно было монументальное, с какими-то кирпичными такими деталями, с карнизами различными на окнах. То есть, когда обшили это здание, то утрачен вот именно сталинский стиль. Одно из последних уцелевших деревянных зданий – это музей. Он тоже был возведен во времена сталинских репрессий руками заключенных. Здесь раньше находился военкомат.
У нас есть 2 личных дела заключенных Севжелдорлага. Очень они интересные, потому что оригиналы дел обычно в архивах хранятся, в музеях редко попадают. Личное дело Марины Михайловны Воеводиной. Вот интересная судьба этой женщины. Она проживала в Рязани, верующая была, малограмотная, крестьянка, так сказать. И у них в село пришли коммунисты, комсомольцы и начали разрушать церковь. И люди стали живой цепью, в основном женщины, конечно, как всегда, да, против вот именно сжигания икон, сбрасывания колоколов. И вот она получила срок заключения за это, по политической статье. А второе личное дело – это Кир Васильевич Кудель. Работал в Москве шофером, и в одной из компаний застолья он какой-то анекдот неудачно рассказал и тоже получил срок по политической статье. Одна из комнат музея посвящена временам ГУЛАГа. Вот этот ковер с вышивкой когда-то принадлежал семье немцев. Они его обменяли на ведро картошки, чтобы не умереть с голоду. Кроме заключенных, еще были ссыльные, те, которые тоже по политическим статьям были, спецпереселенцы так называемые. Они даже раньше сюда прибыли, чем возникли лагеря. Те же спецпоселки Важиель, Сидюдор, Витью, Твылёрдым. Поэтому были и заключенные, и ссыльные, которые внесли тоже свой вклад в освоение Коми-края, строили дороги, железную дорогу, автомобильные дороги. Сельское хозяйство привнесли некоторые нововведения. Допустим, в поселке Вылёрдым были клубничные плантации. Раньше не выращивали на севере клубнику, а здесь работал центральный совхоз Севжелдорлага, который потом стал у нас совхозом в нашем городе. У них были и парники, и тепличное хозяйство. Вот эти поля, которые у нас вокруг города, разработали заключенные. Интересная тарелка. У нас есть версия, что она китайская, потому что надпись «Ко Чу Ян». Возможно, это китаец был такой. Среди заключенных были люди разных национальностей, в том числе и китайцы. По предположению исследователей, они занимались строительством. Здание управления Севжелдорлага до наших дней не дошло, но его можно увидеть на фотокарточках. Оно построено в восточном стиле. Китайских заключенных было много. Это отражается в воспоминаниях заключенных, в частности, в книге Тамары Питкевич «Жизнь сапожок не пар». Она напишет, что китайцев присылали сюда многочисленными этапами, но они не выживали. Очень мало оставалось живых, но есть у нас в городе некоторые фамилии, там Си, Ли. Если по кладбищу нашему городскому пройти, тоже вот такие интересные фамилии можно увидеть. Среди экспонатов есть и театральные куклы. В 1943 году в Севжелдорлаге возник театр. Его руководителем стала грузинская актриса Тамара Цулукидзе. Театр гастролировал по железной дороге и ездил до Воркуты. А этот зал музея переносит нас в далекое Средневековье. Стилизованная княжеская накидка, шапка. Возможно, здесь мы найдем ответы на свои вопросы. Как связаны княжеские атрибуты с историей нашего края и конкретно с Емвой? Конечно, князья ходили в них в таких более простой одежде. Это одежда стилизованная, нарядная для каких-то мероприятий, которые проводятся в нашем районе, чтобы представить, что у нас был князь. Она, конечно, была простая, но отделана была гораздо богаче, чем одежда простолюдинов. Мехом, какая-то более дорогая ткань была суконная. Князья в Коми были, и даже было свое княжество. Княжеская тема стала своеобразным символом района. И этот символ подкреплен историей и документами, а именно вымско-вычегодской летописью. В 1451 году московский князь Василий послал сюда своих наместников, князья так называемые вымские, которые происходили, вероятно, из рода подмосковных князей верейских. В 1451 году на Вым приехал Ермолай с сыновьями Михаилом и Василием. Михаил чуть позже станет князем Великопермским и будет жить в Чердыне, а Василий и его потомки унаследуют титул князей вымских. Князья занимались охраной рубежей, сбором дани, собирали дружины, водили за Уралье для защиты земли от набегов северных народов, самояди, немцев. Напротив города Емва, на другой стороне реки Вым, стоит старинное село Княжпогост. Свое название оно как раз унаследовало от вымских князей. Возможно, именно там, за рекой, и была их резиденция.
Уже в советское время, когда решался вопрос о присвоении статуса города поселку Железнодорожный, возникла идея переименовать его. Большинство жителей тогда, по словам краеведа Геннадия Габова, высказалось за то, чтобы город носил имя села Княжпогост. С этим решением поехали в Совет Министров. Когда стали обговаривать этот вопрос, Панев встал и сказал: «Хватит князей, будет Емва». А люди были за Княжпогост. Потому что вот где бы я ни был, на юге, в Белоруссии, Княжпогост все знают, Емву никто абсолютно не знает. Все спрашивают, а что это такое и где это такое? Это название дало бы жизнь деревне. А сейчас его ликвидируют. Все, нет ни сельского совета, ничего там нет. Когда Геннадий Степанович вернулся из армии в родной район, первым делом пошел в райком с предложением развития села. Из задуманного через несколько лет кое-что осуществить удалось. Например, построить новый клуб в деревне Удар. Я на 10 листах подробно написал, что надо сделать, чтобы село жило. Первым предложением был: мост надо строить. Ну, мне сказали, ты фантазер, Геннадий Степанович. А мы клуб потом построили методом народной стройки. Мост так и остался только на бумаге. И сейчас, чтобы попасть в село Княжпогост, нужно переправиться на пароме, который в период навигации ходит строго по расписанию. Местные жители этому рады безмерно. Если бы не катер, то попасть на другой берег было бы проблематично. Зимой легче, тогда морозы сооружают ледяной мост. Но вам здесь нравится? Очень, очень. Там природа, речка, да вообще красота. Ягоды, грибы. Сейчас, слава богу, разрешился этот вопрос. Отменили выходной, сейчас уже все дни работает переправа. Но еще сделали бы хорошо дорогу бы, вообще было бы прекрасно. Жалко то, что эти деревни сейчас умирают. Жалко. Ну, вы знаете, я скажу, что не умрут, потому что люди все-таки как-то потихонечку возвращаются. Вот внуки и правнуки вот приезжают сюда. Раньше было очень хорошее село, оно и сейчас хорошее. Людей очень много было. Было у нас тут все, и школа, и почта. Но почта сейчас на полставки работает. И мясомолзавод. Здесь была больница. В каждом дворе детей кишит. То 6 детей, то 3, то 7. У нас было 5. И все мы тут вот и живем, все 5 сестер. Тут у нас дачи остались, родительское место. Село Княжпогост стоит на высоком берегу, и от парома дорога сначала идет параллельно реке, а затем поднимается в село. Первое, что бросается в глаза при подъеме, это полуразрушенная церковь, символ села Княжпогост. Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1830 году. Через 100 лет ее закрыли и переоборудовали в клуб. По словам местных жителей, пол клуба был устлан иконами-ликами кверху. При открытии Дома культуры устроили танцы. Но никто не решался плясать на таком танцполе, кроме одной молодой учительницы. После войны в храме открыли склад, а уже в постсоветское время встал вопрос о его реставрации. Тогда для этого была собрана специальная комиссия, которая должна была решить дальнейшую судьбу церкви. И комиссия вынесла решение: храм не подлежит восстановлению. Ну а погода и время уже сделали свое дело. И сегодня Княжпогостская церковь больше похожа на руины. Что снаружи, что внутри. Особенно пострадала южная сторона. Влажный ветер с реки сделал свое дело. Над входом в храм и сегодня висит икона, как напоминание, что даже в разрушенном виде храм остается святым местом. Село Княжпогост состоит из 3 деревень. Это Вейпом. Мы сейчас находимся как раз в Вейпоме. Следующая деревня – это Ерос. Можно сказать, Ерос – это административный центр Княжпогоста. И самая дальняя деревня – Удар. Постоянно в Княжпогосте проживает где-то около 100 человек. Ну а летом население вырастает в разы. Сюда приезжают бывшие жители Княжпогоста и открывают свои родовые дома. И проводят здесь летний период.
Есть в селе и библиотека. Там работает библиотекарем и по совместительству краеведом села Лилия Душечева. Она любезно согласилась провести небольшую экскурсию по Княжпогосту. На краю села когда-то стоял школьный комплекс. В 80-х годах учеников перевели в город, а здесь открыли коррекционную школу-интернат, которая потом сгорела. На сегодня осталось только пустое здание интерната. Рядом с этим местом есть пруд, который в народе так и называют – школьный. Так нырнешь, и там ледяная вода, может случиться судорога. Ну, были здесь неприятности, случались, да, и тонули люди. Лучше здесь не купаться, опасно. Этот пруд, он вообще вот с начала 80-х только появился, вот из-за этой запруды. Пруда не было раньше. Просто тек ручей. Ручей начинался, значит, с тех родников, и он считался целебным. Целебным для глаз. А Семпечор, ручей Федора Семеновича, и, скорее всего, стояла его мельница здесь. А вот здесь засыпали, получился прямой проезд к школе, более удобный, потому что там мосты уже, которые были через ручей, порушились от старости. Были очень крепкие мосты. Почему строились вообще мосты по ручьям? Мосты эти идут по ручьям еще до железной дороги и дальше, потому что проходил тракт, который соединял вот эти селения правобережные в Имске. По-моему, до Серегова он шел. Потом уже прекратили пользоваться, потому что появился город Емва, стало прямое сообщение через реку. Здесь у нас была шикарная пристань, и на той, и на этой стороне. Пароходы еще ходили красивые, судоходная была река. Этим трактом перестали пользоваться, раз прямое сообщение. И очень быстро он разрушился и зарос. Тополя в центре Княжпогоста когда-то посадил дед Лилии Леонидовны, Габов Петр Дмитриевич. Он переписывался с разными институтами, выписывал семена и саженцы, чтобы не просто озеленить свое село, а сделать его уютным. Нас, вот, местных жителей этого села, можно сказать, задевает, когда городские говорят, я живу в Княже, там так названа станция из-за этого, но они гордятся этим названием, я знаю, Княж, наш единственный неповторимый Княж. Ева очень название долго приживалось. Княжпогост и по стране знают больше, как Княжпогост, а не Емва. Ну, потому что я знаю, я вот ездила, когда берешь билеты, не дай бог скажешь Емва, где это, что это, Княжпогост, ну это же все знают, Княжпогост, ну, даже фильм «Похищение Святого Луки», знаменитый детектив советский, начинается с чего? Ну, когда бежит, значит, беглец из зоны в болоте Увязы, и там стоит такая табличка «Княжпогост». Юридически, как бы административно, Княжпогост – это Ерес и Вейпом. Удар, он идет отдельно, но мы всегда считали это вместе, что Удар – это как бы нижний край, Вейпом – верхний край. Ерес – это центр. Вокруг Ереса найдены защитные рвы, еще из древности. Да, может, как-то что-то с этим связано. Ер по коми – ограждение. Возможно, и на самом деле это место в древние времена было ограждено и как-то защищалось от набегов ушкуйников и вятичей. Средневековая Вымь – это место междоусобных войн. Пермь Малая – так называлась в те времена часть территории современной Республики Коми и Архангельской области. А еще была Пермь Великая с центром Чердыни. Она включала в себя земли в верховьях Камы. Впервые Новгородская волость Перем была зафиксирована из дошедших до нас письменных исторических источников в договорной грамоте Новгорода Великого с тверским князем Ярославом Ярославичем. Это 1264 год. Можно сказать, что это первый документ, в котором упоминается Перем. Пермь, то есть наша коми-территория. Она входила в состав новгородского государства. Новгородцы ходили сюда за данью. Постепенно Москва, которая собирала выход, то есть дань Орде, заинтересовалась всеми этими землями, что, дескать, богатый Новгород, он привозит к себе пушнину, очень ценную в те времена, а также привозит и камское серебро себе, богатеет. А Москве нужно платить тот самый ордынский выход, не маленький, между прочим. И вот она стала интересоваться Пермью. Освоение привычегодских земель Москвой началось еще в XIV веке, когда святой Стефан Пермский обратил язычников-зырян в крещенных.
Позже его дело продолжили другие миссионеры. А в середине 15 века Москва отправила сюда своего наместника. По мнению историков, это были представители пермской знати, которые крестились в Москве и получили христианские имена. Это отец и два сына – Ермолай, Михаил и Василий. К слову, этот факт отражен в знаменитом романе и одноименном фильме «Сердце Пармы». Они крестились в Москве и не случайно получили эти имена. Ермолай, очень редкое имя для княжеских имен, получил свое имя в честь святого Ермолая Никомедийского, что означает «вестник народу». То есть как бы Москва посылала Ермолая, чтобы сообщить этому самому народу, что Москва отныне их господин и владетель. Его сын Михаил, глава небесного воинства, получил свое имя в честь архангела Михаила. Василий, тезка крестителя Руси, оставался с отцом в Ыми. Крещение всех этих вымских князей в Москве – это своеобразная идеологическая программа получается, именно отталкиваясь только от их христианских имен. Основатель вымского княжеского рода Ермолай на Вым прибывает в 1451 году. Вычегодско-вымская летопись говорит, что он верейский князь, потомок древнего рода Рюриковичей. История с верейскими князьями началась еще в 1926 году. Тогда начинающий комий-писатель Павел Доронин нашел в Усть-Выми рукописную книгу под названием «Старинная летопись Усть-Вымской, Архангельской и Благовещенской церкви и царские грамоты». Кроме грамот 15-17 веков, в ней содержалась Вычегодско-Вымская летопись. Ее удалось опубликовать только в 1958 году. Она произвела сенсацию, поскольку никаких данных о вхождении Перми, Малой, Великой в состав Москвы вообще-то нет. Есть только редкие, очень редкие документы, а тут целая летопись. Как раз в этой летописи и началось внедрение верейских князей в нашу историю. Возможно, что переписчик еще в те времена ошибся в слове «перемские князья», написав «верейские князья», потому что древнерусская скоропись, она буквы «В» и «П» отличаются какой-то там маленькой черточкой. Возможно, это не было замечено. И так перемские князья превратились в верейских. Верейские князья в истории московского государства были. Город Верея и сейчас существует в Московской области. Но, по словам историков, нет ни одного документа, подтверждающего, что кто-то из верейских князей побывал на севере. Зато сохранились другие записи, скопированные из Чердынского синодика. В конце 19 столетия очень известный в то время пермский краевед, историк Дмитриев, автор 8-томной работы «Пермская старина», в первом томе опубликовал полностью Чердынский синодик, согласно которому все вымские князья и великопермские князья происходили родом из Чердыни. Чердынь ведь это комий слова на самом деле. Чердын, Сыктывдин, что-то там у реки, какой-то дым. Я сам бывал в Чердыни. Там очень много возле Чердыни комий населенных пунктов. Там есть и свой Выльгард и так далее. Где располагалась резиденция вымских князей, в селе Княжпогост или в Усть-Выме, точного ответа нет. Многие историки склоняются к мнению, что князья жили в селе Турья. Это было стратегически удобным местом. Через Турью проходила дорога, и там был укрепленный городок. После Ермолая титул вымского князя унаследовал сын Василий, а его сменил Федор, сын Василия. Князья с дружиной активно участвовали в освоении Сибири Москвой, ходили в походы на Югру. Век вымских князей был короток. Последний князь вымский, Федор, в 1502 году был отправлен в Пустозерск. Они подчинялись воле московского великого князя. Раз пришла такая воля, то нужно ее выполнять. Он же наместник, он же не самостоятельный, как говорится, князь. Пусть он из племенной коми знати, но тем более он все равно выполняет волю Москвы. И посчитали, что в самом конце 15 века, начале 16 века Пермь уже не представляет собой границу. Ну и, соответственно,
Границей стала Пустозерск, допустим, это Ненецкий фронтир. И там понадобились такие служилые люди, как князья вымские. В конце 15 века Вым перестала быть пограничной территорией. Московское государство продвинулось дальше на север. Зауралье уже было присоединено к Москве, и не без участия подданных местного коми-княжества. Время Вымского княжества на коми-земле закончилось в 1502 году. Резиденция князя переместилась, а здесь же остались история, легенды и топонимы. Княж Погост, нет сомнений, что это связано с русскими князьями, потому что Пам за его могущество на русский лад называли князем. Очень властный, все мог, всеми повелевал, еще занимался колдовством, магическими какими-то обрядами и действиями, и его называли князем. Могло пойти от этого, кто сейчас узнает. Это легенда о том, что в Княжпогосте жил очень могучий Пам, который противостоял Стефану. Он жил именно в Княжпогосте, и якобы за Ударом его были владения, где он жил. За Ударом есть интересное место, оно называется Параон. Фараон по-русски. Почему? Откуда? Тоже уже не знаю. Параон Керос. Удар с коми-языка можно перевести как «нижний край». Деревня находится ниже по течению от села Княжпогост. Сейчас в Ударе проживает несколько человек. У меня и спрашивай, я самая старшая, 90 лет, 92. 92 года вам? Да. Ничего себе. Заходите ко мне, я шаньгаю, холобок есть, рыбник есть, что есть сегодня. Да. Вы сами, что ли, печете? Я тесто делала, но пекла. Вчера сын, тот раз пекла, внучка. С Анной Васильевной мы встретились случайно. Она самый почетный житель деревни. Свои 92 года живет, можно сказать, самостоятельно, а еще следит за порядком в деревне. Когда-то Анне Васильевне дали квартиру в городе Емва, и она даже жила там какое-то время. Сюда приезжала кормить овец. Город городом, а свое хозяйство важнее. Без овец она всего лишь 2 года. Сегодня в деревне Удар живет 9 человек. Зимой тут ходят волки, они погрызли собак. Остался один старый пес на всю деревню. А что легенды? Их, конечно, раньше знали, а сейчас уже мало вспоминают. Хотите до Галины, вот это жжёный дом. Уже не успеем, в другой раз уже. Мы вынуждены были ответить отказом на приглашение гостеприимной хозяйки. С Ударом встреча получилась короткой. Со времен вымских князей, конечно, здесь многое изменилось. Появились дороги, дома стали более уютными, связь, электричество. Но мост, о котором мечтали жители, так и не был построен. И нам тоже надо поторопиться, чтобы успеть на паром.